все равно не поступят. Нет, девчонки, вы это слышали? Что же делать? Девчонки, у меня есть идея. Супер! Итак, представляем вашему вниманию Лена, Анастасия, Катя, Света. А теперь, внимание, Леня, Анатолий, Костя, Святослав. О, пацаны, привет, тоже в мат-класс поступили? Ну, пойдемте на уроки, что ли? Доброй раницы! Сержук Анатольевич очень удивляется тому, как хорошо мы пишем контрольные работы. И сегодня мы решили показать ему нашу систему. У меня на географии ніхто ніколи не списывает. А вы ведаете почему? Потому что никто не может використати шпаргалки на моих уроках. Так. Все пишем. Кто уже написал, можете сдавать. Ого. Вот как вы писали первую контрольную по математике. Контрольная от Чурбанова. Это изысканный вкус задач, заботливо отобранных с мыслью о вас. Эта уникальная смесь задач поддержит ваш уровень адреналина в крови, освежит вашу память и подарит море незабываемых ощущений. Контрольная Чурбанова не покинет вас ни днем, ни ночью и запомнится надолго. Контрольная Чурбанова дарит самое лучшее. Всем известно, что недавно прошел лицейский чемпионат по футболу между 10-ми классами. Наши ребята очень быстро вылетели. Но это не потому, что они не умеют играть в футбол. Все потому, что они играют исключительно в красивый футбол. Say what you won't do to me, but
чайниках. О! Отрицательно заряженные тела, помещенные в трамвай, располагаются так, чтобы потенциальная энергия их взаимодействия была минимальна. То есть по возможности на максимальном удалении друг от друга. При входе в трамвай тело, несущего большой положительный заряд, отрицательно заряженные тела следуют за ним. Увлекаемые силой, о которой знают практически все. При появлении другого положительно заряженного тела происходит следующее. Положительные тела отталкиваются, а отрицательные распределяются ровно между ними. В итоге между образовавшимися группами осуществляется только довольно слабое дипольное взаимодействие. Очень интересно, а что будет, если пустить сюда ток? А после уроков у М1 была дискотека. А где девушки? Знаете, люди, я тут подумал, все-таки хорошо, что даже среди таких людей, как математики, есть девушки.